нас сегодня стоит задача рассмотреть исходные формальные постулаты при обсуждении вопросов типа «как можно обустроить Беларусь». Но я хочу восстановить немножко контекст, в смысле как бы разбор этого текста или вообще этих самых постулатов. Да? Смысл его был в том, что нам нужно было разобрать основания для того, чтобы вам формулировать для себя проблемы, проектные идеи, да, в рамках культурной политики, которые станут некой вашей работой, и обсуждая, чего там хватает, чего не хватает, я вам предлагала обсудить как раз эти основания. Обсудить основания, то есть вот я бы сейчас предлагала обсуждать это не как там текст, в смысле, вот знаете, это текст дотошно до запятой, да, а скорее как текст, который, как мне кажется, наиболее полно проявляет эти основания, да, эксплицирует. Написанный в свое время в определенных условиях, он, в общем, предлагает более или менее эксплицированном виде основания для культурно-политических замыслов, идей, проектов и так далее. Все ли читали? Что читали? Вот понять. Так. Как нам построить обсуждение? Я читаю, обсуждаем или как? По очереди. Які ідеальні книжки что Украины? Еще здесь ты контекст остановила и все прошлое, что было сказано, это было то, что мы типа не сам текст обмерковываем, а нет, мы берем текст как проявление этих самых знаний. В этом тексте Мацкевич формулировал, я не знаю, в достаточно ли полной мере, но так или иначе формулировал, на мой взгляд, сформулировал основные, скажем так, подходы, основания, рамки для культурно-политических затей, назовем это так, да, для культурно-политических решений, перспектив там, и так далее. Да. И в этом смысле к тексту я бы так и относилась, как к попытке эксплицировать, предложить миру, да, проявить те самые основания, которые есть. Они, понятно, тут не все, да, то есть тут в этом тексте нету задачи основания культурной политики прописать. Да. Я не знаю, историю текста знаете, нет? Не знаю. Да, Солженицын написал текст «Как обустроить Россию», Мацкевич стал писать текст «Чего нам не хватает для того, чтобы обустроить Россию». Чтобы ответить на вопрос, как нам обустроить Россию. И в начале этого текста пишет вот эти формальные эти постулаты допущения. Потом есть просто сами эти постулаты допущения, а есть потом дополнительный еще текст комментарий который, в общем, стал отдельным. То есть, по большому счету, вот эти 11 этих формальных постулатов по допущению, это такая прелюдия к рассуждению, в данном случае про Россию, да, то есть, так или иначе, прелюдия к рассуждению в отвечании на вопросы, он там приводит те вопросы, которые тогда волновали, да, и есть ли альтернатива восстановления, это уже потом белорусский этот вариант, альтернатива восстановления империи на постсоветском пространстве. Может ли Беларусь сопротивляться реставрации империи? Может ли Беларусь существовать и процветать без России? Можно ли обустроить Беларусь? Да, то есть вопросы, по большому счету, этого практического характера, да, как можно изменить объекты такого рода, эти экземплифицированные, наполненные ценностями, сложные объекты типа Россия, Беларусь, такого рода объекты. И фактически он просто предлагает формулирует основания, да, а потом, так или иначе их расписывает и пытается их
раскрыть, да, в этих комментариях, но по большому счету это просто как это, прелюдия к рассуждению. И вот, ну, это прелюдия к рассуждению, это рамки, которые выставляются и которые, по большому счету, ну, мне кажется, схватывают ну, вот эту вот основу там, культурно-политического отношения, там, методологического отношения на этот момент к такого рода объекту. Вот. Ну, Что ты спрашиваешь? про задачу. Євген питався, ну, що фактично буде з'являтися виником праці. Тобто ми повинні узнавати які рамки, по яких потім треба покласти ну, якусь задачу, зв'язану з уже власною метою в рамках школи, там, щось таке, там, да, ці взяти їх як некий там, ну, формальний там, набор ніяких критеріїв, які, праз які треба поглядіти на, що власне не хапає там, чоловіку для там, вибудови там, власного проєкту. Я бачу, это хоча як рамки. Так? Ну, тобто ось є там для кожного з вас задача для формульовки там, ну, своєї задачі, проблеми, теми праці. І ось це, ну, я б сказала, що це рамки. Рамки, які треба улічувати, ну, як ця задача була сформульована, ну, як культурно-політична задача. Ну, така перед тим, як йти у глиб. Тобто, коли брати ще поставити допущення як ціле, да? то это что? То з одного боку, это типа то, що допомагає криху зрозуміти про культурну політику, яку там частку репрезентують як та ціла енергія. З іншого боку, это ось то, що нам допоможе там, сформулювати наші такі проекти, умовно, навчальні задачі брати. А в принципе, якби, ось, в принципе, сформулировать. Это я просто спробую сам ось які відносини ось до гэтага до постулату допущення як цілого вибудувати і ну, хочу поспробувати трипію у цілісності зрозуміти, якби, що себе представляє ось знову таки постулат допущення як ціле. Я забув, як питаюся. Мені просто подається, що... Ти питання задаєш? Да. Ну, я задаю питання і кажу, що я типа хочу лепей зрозуміти, якби, і от ось коли інформація як ціле, то это що? Коли ти запитуєшся, ну, якби, що це як ціле, ти про що питаєшся? Про постулаты допущения, да, ось коли... Ну, смотри, постулаты допущения, тут же должно быть это, дополнение, да? Для чего-то. Правильно? Ну, так Ну, от я... потому что не бывает просто постулатов и допущений. Так от я якби і хочу зрозуміти, що є якби, ну, такі постулати допущення, як, там, не знаю, текст, як набор, там, текста, ставлення. І ось, що за це вообще, якби, там, можна робити, як до этого можна ставитися? Тобто, можна ставитися як до частки культури, можна ставитися як до того, що допомагає сформувати задачі, якби, ну, такі, як, типа, вона вписалася, яку політику, і до чогось ще. Що вообще, якби, там, як можна ставитися, в принципі, до этого, якби, ну, такі, постулати допущення, як цілого? Які варіанти вообще є? Ты прекрасно вопрос задаешь. Как хочешь, ну, в смысле, ставиться будешь ты. Я тебе рассказала, чего я понимаю про это. Ну, мне кажется, я уже ответила на этот вопрос. Но, видимо... Ну, это один разворот. Какой один? Ні, ну можна ж по-разному ставитися. Ну, як можна? Можна, як до любого тексту, там, ну, з прагматичних варіантів ставлення в рамках школи, то я бачу тут некілька. Ну, наприклад, історичний розворот, ставлення як до ніякого історичного тексту,
які дазваляє прачытаць пэўную там культурна-палітычную дзейнасць праз яго там ну у вось гэты гістарычны перыяд. Я зразумела. Як яна нараджалася там, напрыклад, у Беларусі, ну там запускалася і так далей. Можна ставіцца да гэтага тэксту як да ну, тэксту, які афармляе пэўныя там працэдуры і рамкі мыслення. Да? Гэта тэкст, які арганізуе мысленне такім чынам, каб можна было думаць культурна-палітычна. Да? І гэты тэкст тады выкарыстоўваецца уласна там, чалавекам, які працуе з гэтым тэкстам у якасці таго, каб ну, как бы вывернуць яго у рамкі уласнага мыслення. Там, да? Насадзіць гэтыя пастулаты дапушчэння як шапку там, для мыслення і думаць у гэтай шапцы. Ну, як яшчэ там можна там... Нужно лучше пам'ятати. Да. Решить это Мантрой. тотемом, мантрой. Мантрой там, ну... Ну... Да, можна Ну, вы смотрите, тут так само. ставіцца, ну, я не ведаю, крытычна да гэтага, з пункту гледжання, там, я не ведаю, там, культурна-палітычна, скажем так, Іншыя арганізацыі. Да, што там, вось, на той час гэта было арганізавана такім чынам, а зараз гэта арганізавана іншым чынам, што трэба ў гэтым тэксце там развіць, дадаць там, да таго, каб гэты тэкст там стал функцыянаваць ну, там, адпаведна у сённяшнім часе. Ну, пры гэтым, ну, як бы, ты можаш выбудоўваць сваё стаўленне, але, ну, тое, навошта мы бярэм этот тэкст, ну, вось тут і зараз, мы гэта абмяркоўвалі. Гэта якраз вось другое, так? То бок, як? Пытанне на тое, там, што патрэбна, як арганізаваць нашае супольнае мысленне і практыку. І вось, ну, у нас ёсць праяўленыя ў тэксце, ну, як бы, працэдуры гэтага, ну, вось, выбудовы рамак для пастаноўкі сваіх задач. Да, ну, тут ты загранула такую штуку, якую там, ну, раней не было сказано, я так сам загранул, а ось Андрей казав, хутчэй про такое, ну, асабістае, ну, у рамках нейкай асобы, хутчэй, што ты можаш зрабіць. Вось, калі паглядзець на гэта як, ну, на нешта, у адносінах да некай не знаю, там калектыву, да, не знаю, там некай ну, карацей, як той, што нешта арганізуе, як то не ведаю, як это сфармуляваць так дасціпна, ну там калектыўнай дзейнасці, калектыўнай там, не знаю, нізкай дзейнасці, мыслення і так далей. То як калі у праз гэту глядзець на паслугу дапушчэння, то як можна сфармуляваць? То бок, з аднаго боку атрымоўваецца, што калі гэта частка там, культурнай палітыкі, то яна там, типа, дазваляе ну, типа, на адной мове размаўляць. Ну, ці, ну, калі быў там, ці... Вот можаш развернуць там за гэта пункту гледжання крыху? Вось глядзі, вось ёсць матэматычнае мысленне, так? І ёсць, ну, шэраг, ну, можна. Я не ведаю, ці ёсць такі спіс, но, напэўна, няма, але тым не менш. Там можна уявіць сабе, што можна было бы сфармуляваць нейкія прынцыпы, дапушчэнні, пастулаты, прынцыпы, ну, матэматычнага погляду на свет, так? Вырашэнне матэматычных задач. Ну, с математикой просто крыху... Простите, просто, ну, вот есть как бы такой позір, да, есть одни постулаты. Можно сформулировать как бы іншие постулаты, да, как бы и... Какие іншие? Ну, где? Да. Математичные ты іншие можешь сформулировать постулаты? Ну, не знаю, аналог у себе там потенциальный, не кажучи про их там вартость, не вартость, или в принципе можно там добить іншую подборку постулатов, сказать, вот есть альтернативная, типа, то есть математичное мышление, есть там физичное, есть там постулат допущения там узветное, есть некие еще, правильно? Ну, напевно, так. Розне мислення організується по-розному, в залежності від тих задач, які там стоять. Предметності, там. Я не можу зрозуміти. Що відбувається? У чому питання? Ні, що відбувається, зрозуміло, не зрозуміло, що... Постулат допущения есть в тем лику
такая функция организации коллективной деятельности. Есть. Это Ну, просто- еще функция ось коллективного чогось. Есть? Слухай, ну постулати допущення організують мислення. Колективне, індивідуальне, у будь-якому випадку воно організується. Причому самі постулати не зв'язані з тим колективне це мислення, це індивідуальне це мислення. Не індивідуальне. Тому, коли ти приймаєш це у якості рамок, і ми з тобою разом мислимо у гэтых рамках, воно колективне може бути. Ну, а може бути індивідуально, ну, в сенсі ось тут і зараз. Коли Мацкевич це формулював, напевно, навряд чи його був там колектив, з яким... Ну, Евген, я все равно не вельми разумею, что за проблема. Ну, у меня просто есть там власне повне ставлення до гэтага тексту, як там до шэрагу іншых тэкстаў, які былі там напісаны там у той час. І там на іх паглядзець, ну і просто калі разглядаць культурна-палітычную дзейнасць як праграму, то там ёсць розныя такія часткі ў гэтай праграме. Там ёсць метадалагічная частка, якая тычыцца прынцыпаў арганізацыі мыслення такога. Там ёсць філасофская частка, якая тычыцца пэўных намінацыяў, усталяванняў, імёнаў і так далей для як пэўнага субстрата гэтага мыслення. Там ёсць розная даследчая, гістарычная, аналітычная частка, звязаная з асэнсаваннем рэальнасці, у якой знаходзіцца культурны палітык, які пачынае дзейнічаць. І там ёсць розныя установачныя альбо праектна праграмныя часткі, власна, звязаныя з дзейнасцю. Там нейкія прадпісанні, якія чалавек выдае сам сабе, арганізацыі дзейнасці, якія, уласна, запускаюць нейкія працэсы ці імкнуцца для запуску нейкіх працэсаў. Камандная, руководящая у гэтым сэнсе. І вось, калі паглядзець на ўвесь корпус розных тэкстаў, якія ёсць, то парадыгматычна ў гэтай схеме, якую я зараз накідаў, гэты тэкст адносіцца да метадалагічнай часткі. Такіх тэкстаў не шмат, іх увогуле адзінкі. З гэтых кавалак Беларусь, вопреки очевидности, туды непосредственно относится Историческая и эпистемологическая проблема. Да. Ну вот частково. Ну и там некоторые тексты можно поглядеть. Что там тут такого размысленного характера про самую методологию, принцип мышления. Вот, хорошо быть молодым, да, если это подход к культурной политике или культурная политика, да. Ну, такие больше поздние тексты, это хоть и рефлексия уже того, обучить мышление каждого исследования методологии, это уже больше поздние рефлексивные отбилки на то, что было написано у той час. Да. Вот. Тому это ось такий методологічний текст. Власне, призначення якого це організація власного мислення, ну і організація мислення, власне, чоловіка, який виходить в культурну політику. Грубо кажучи, які інші тексти або інше діяння, яке робить Мацкевич, наприклад, йде на вибори, ці організує ток-шоу «Вибор». І кваліфікований читач мусить читати праз ведання постулатів допущення. Це додає йому асенсованості розуміння того, а що, власне, гэтым робіцца. Запуск літучага універсітэта сам па сабе, ён таксама мусіць быць прачытаны праз гэтыя постулаты дапушчэння. Для кваліфікаванага, для наіўнага чытача гэта можна і інакш ісці.
Ну, я не веду, чи отказав я тобі на твоє питання. Ні, я все зрозумів, що хотя тут, в принципі, якби ну, можна на этом спинитися, чи там, я, в принципі, можу задати питання колись, але, в принципі, я на його якби для себе відказав, звісно, ну, питання ці, ну, Ты лишь Ты бы это уже ты. не пытался, да, пытание задавать, а ты уже формулировал некие Тезис. отказы, там, тезисы, ну, якби власні ходи, там, розуміння неких проблем. Ну, таким чином би уже легче було б розмовляти. ну, Ти все питаєшся. ні, так, ну, так, Це ж Такая Прости. манера. перерос где-то взрослый, давно. Это як маєвтика, чи що таке. Ну, ну, питання, знову таки, і отказ. Ну, знову таки, коли ми беремо, питання таке, що так а чому менавіта вось гэтыя пастулаты? Ну, такі, чому я, коли я починав там про літературу, там, кажу, що може бути інше. І тоді отказ атрымаўся такой, што ну, ось, ёсць такія пастулаты, яны былі якби закладзены у типа, аснову там, культурнай палітыкі і вось яны ёсць, якія з'яўляюцца там собирающими. Гляди, ну не то, что закладено там. Спочатку мы сформулировали постулаты, а потом мы там... Ну так склалося. Ні, ну вона якби, ну можна, конечно, сказати, що так і склалося, но там, ну ось, чим там для мене текст показальний, ну і там важний, ну і в ogóle сам підход, що на початку ось там є там Солженіцин, тип, ну просто чоловік, який щось каже про об'єкт, там, Росії. Да? І в той час, ну, шмат хто там, як нам там обустроить Россию, там, как, что нам делать с Белоруссией, куда нам там двигаться. То есть есть один человек, есть другой человек, и они там нечто розповідають. Они розповідають про те, яка вона і що їм треба робити. І ось Мацкевич якби слухає це і звертається ось не сюди, а сюди. І каже, спочатку я сформулюю, виведу з себе, ну якби не на ноту, думаю потім це саме, а ну якби отрефлексую. Ті, ну, якби базові речі, на яких я ґрунтуюся, коли починаю відказувати на це питання. Це хутче ну, про рефлексію, чим про, ну, наоборот. Спочатку я сформулюю сам собі, ну, видумую, сам собі складу там спис постулатів. Ні, це хутче рефлексія, ну, огульного підходу. І затим, коли вже наступний там чоловік, ну, нечто пропонує, він може не тільки глядіти на само послання, там, да, там, що робити з Росією, а глядіти на постулати. І спробувати зрозуміти те, що сказали, праз гэтыя рамки. То есть, ну, просто это, у нас все прекрасные истории про наши книжки, там, про якость життя, там, про супольність. То есть, скільки ти на початку не викладували рамок, з яких ми, люди читають ось так. Ну, якби, читают и кажут, а ну нет, вы там не привели еще 10 определений, потому что сообщества на самом деле они там из другого, там, ну и так далее. Да? И якби, этот текст, он с одного боку, ну, такий приклад организации мышления. И организации коммуникации, на конт возьмут таких питань. Не организации своего мышления. Перед тем, як почать розважати про те, там, ну, там, треба будувати толоку, розвивати супольність, там, чи що-небудь ще, треба, ну, якби, виставити собі рамки. Ось, ну, якби, Мацкевич їх виставляє. Далі ти, в принципі, якби, можеш виставляти свої рамки. Ну, коли можеш. Да? Рефлексувати там і спрощатися з підходом. Ці приймати гети, там, ну, критикувати, розвивати і так далі. Але це ну, просто ну, якби, інший узровень. Так, а ми можемо сказати, дві речі, що перше, ну, з одного боку, там, у будь-якої програми повинно бути нечто складу таких постулатів, Так. а з іншого боку, ну, типа, там, не знаю, там всі користаються там, ими, тому що ну, нічого лепшого поки що немає. Ну, там, коли казати там, про тих, хто там, розділяє культурну політику. Тобто,
Ну, що значить не зробили, що винімались? Ну, тобак, Маскевич їх пропонував, тобак, Ну, ніхто пропонував. Ти- Листи ну, я не були покладені до основу, тобак, не важно, не сформулював. Ти просто тут, ну, трошки, я ще раз скажу тобі, що культурна політика має ось цей методологічний блок, да? Це там шерах текстів, які туди виходять. Туди там засунути, наприклад, там частка там, методологічних там, власне, текстів, там, самого там, Щедровицького, які задають ну, там, методологію як таку, від якої якби, ніколи немає відмовлення. Да? Тому там гэты тэкст, ён кладецца туды разам, ну, у сэнсе, у падставы, ён туды кладецца разам там, з іншымі тэкстамі і так далей. І таму якби, это не у сэнсе, вось, это вычарпальны тэкст, які задае методологічныя асновы. Да? Это адзін з тэкстаў, які ну, там, гістарычна там, уносіць свой унёсак туды у выглядзе гэтых пастулатаў. У прынцыпе, як бы, калі там творча перапрацаваць, як бы, там, можна там, гэтыя пастулаты там, пашырыць, я не ведаю, скараціць, іерархізаваць там, і іншым чынам і так далей. От для мяне гэты прыкладна тэкст выконвае ну, там, ці ён роўнапарадкавы. Там, да. Вот ёсць там, тэкст Марачі пра там, 13 прынцыпаў інквізіцыйнага права, датычна там інтэлектуальнай дыскусіі. І гэты тэкст, да, вот яны, ну, у прынцыпе, пра адно і тое ж, да, толькі марачоўскі тэкст ён пра як бы, семінарскую працу, як бы, а гэты тэкст пра уласна аб'ект, з якім працуецца, там, вот, такого маштабу, як там краіна, да, але яны па сутнасці от, недзе функцыянальна аднолькавыя. Але вот ці можна чытаць адзін тэкст, ну, як бы, разумець адзін тэкст без іншага, да? Ну, можна, да. А можна, калі ты ведаеш адзін і другі тэкст, ну, як бы, асэнсоўваць там сугучнасць гэтых тэкстаў, там, да, і там разумець шырэй. Это ж такая фігня, ведаеш, не гуманітарная хрень, она ж не математика, да. Ну ладно, нам на этом зробимо так само все такое ж. Ну такі ж постулати. Ні, ну... Як побудований світ, як працюється світ, ну якби... Ну, там... На узровні організації мислення все те саме. От, ну, можна про гэта паразмаўляць, до речі, бо гэта цікаво, тому що, ну, якби математика, якби там, я маю на увазі там більш прості речі, там, наприклад, булєва алгебра, Ні, ну, так яка задається певним набором постулатів, які організує потім дальнішу працю з усіма значками у гэтай алгебри. Просто я чую... Тут вичерпально ти не можеш задати у гуманітарному мисленні. Ні, вичерпально, але я чую просто інше питання. Там, типа, а можна задати інші постулати і допущення? Ну, можна, але без іншого програми. Ні, ну, в сенсі, я просто чую твоє питання. Ну так, коли ти можеш, попробуй задати. Ну, як би. Ні, ну так, ну, да, я так розумію. Ну, в принципі, а вот гэтыя постулаты допускаюць існаванне іншых постулатаў. Ну, в принципе. Ну что? Сейчас зрозуміло. Клас. Ну, ось я не ведаю, як нам легше сказати, ну, я пошла частками. Вот, ну, для меня это один из постулатов, и он делится на 3 частки. Ну, якби 3 на 3 блоки, які виконують там, ну, якби різні функції. Першие 4. Я разумею, что это все, что раздруковать, что Книжки не думая, рыжим слепом. Они выложены на платформе этой дистанции. Ну, ты скинул, у меня нет способа. Комментарий, постулаты.
4, сейчас прочитаем, это, ну скажем, это догматика, да? Ну то есть действительно эти определенного рода установки, да, взятые ну, там, из традиции мышления, философии и так далее. Ну, то есть они все, по большому счету, ну, как бы, ну, хотя, наверное, почти все, в общем, недоказуемо и невыводимо, да, а это скорее установки, да, которые, ну, либо принимаются, либо не принимаются. По большой части они, ну, как это, ну, есть там некая традиция. И эти 4 первых пункта звучат так. Ну, то есть вы там видите, да? Первые эти вопросы, ну, собственно, вопросы, которые связаны с устройством градуса. И первый постулат предположен, что вопросы такого типа имеют разумное решение. Вот для меня тут самое, ну, как бы, ну, есть несколько вопросов к этому постулату. Там, вопросы какого типа имеют разумное решение? И ну, почему, собственно, нужен такой постулат? Да? Да. У меня вопрос был, ну, про разумное решение. Я тоже. Определение разумности, ну, это вопросы какого типа, там вроде можно ли так взаимодействовать с объектом, чтобы его изменять, ну, вроде как там. Кто определяет, что А вот разумность? разумность как-то очень вызвала такую. Разумное, я так понимаю, в данном контексте с помощью разума. То есть, а не, Да. как это, не качество, да. То есть, да, то есть, Произведенное, Не случайным образом, а запланировано, да? ну, разумными усилиями, ну, то есть, это работой разума. ну да, вот я так понимаю, что ну, в данном случае тут, вот если посмотреть на в скобочках традицию приведенную, да, то есть это традиция, ну, в общем, да, разума и того, что, ну, как бы, вот я бы сказала, что здесь разумность, ну, вот для меня, да, она трактуется там следующим образом. Вот в этом тексте нету, а в тексте про Россию, да, он там цепляется за Солженицына, который говорит, там, как нам обустроить Россию. И он говорит, вот нам, оно ну, очень ну, там, важно и характерно, потому что, ну, например, там, решения, построенные на интуиции, ну, там, или на откровении, там, или на чем-нибудь еще, да, как бы они не могут быть, ну, скажем, там, вынесены для, ну, то есть они не могут быть разделяемы. Основания для решений не могут быть разделяемы. В этом смысле вся традиция там, разумности и разума, она предполагает, что в принципе, ну как это, разум объективирован, да? Что решения, их можно, ну как это, от человека отделить, они существуют отдельно от там, физического носителя, да? С ними можно работать на доске, да? Их можно проверять, их можно разделять, их можно критиковать, ну то есть они подлежат работе. Да? И вот ну, для меня в данном месте, ну, кроме вот этих, ну, всех там слов там, ну, рациональность, разум, да, это еще и вот эти разделяемые решения. Да? Ну, то есть решения, подлежащие как это, ну, коллективному разбору, критике, и ну, как это, способности там, понимать их, ну, и так далее. Да? Ну, вот, понятно, да? То есть все, ну, там, традиция разума, это в том числе там, наука, да, ну, то есть вот это отчасти объективированность в смысле отделенность от персонального носителя. Это, ну, как бы, для меня это не исчерпывающая, но одна из этих характеристик разумности решений, да, которые подлежат ну, работе с ними. Вот. С ними можно работать. С там, интуицией, там, не знаю, коллективным бессознательным, индивидуальным бессознательным, ни хрена невозможно работать. Ты не можешь там предъявить и там, ну, я не знаю, критиковать, опровергать, там, работать. И вот, ну, и здесь, ну, мне кажется, вот это вот нам, да, оно очень важно. Ну, в понимании вот этой разумности. А поскольку вот когда это какого типа
решений, когда здесь идет речь об объектах, вот, типа там Беларуси, да, ну то есть как это, не индивидуальных, да, по отношению к которым там нету, это не может быть собственности. И по отношению к которым решения в принципе не могут быть там, индивидуальными, да, ну, в нормальном виде. Да и в общем ненормальные тоже. Они могут представляться индивидуальными, но не могут. Вот потом, ну, мне кажется, что тут в этом месте вот, все равно какого типа вопроса? Это вопросы практического типа. Да? Ну, то есть это там не теоретические, не вопросы идеального, ну, существующего в идеальном плане, да. Ну, то есть вопросы, как обустроить Беларусь, как сделать чего-то. Да? То есть это все вопросы практического типа. Но ведь это, вот смотри, этот вопрос можно прочитать два раза. Да? Возможно ли белорусская национальная идея как вопрос это, сугубо теоретический, для этого не нужно эти постулаты допущения. Или идеологический, да. Если его прочитать как возможно ли, в смысле, ну как это, возможно ли ее сделать, ну, в смысле, как практическую задачу, то тогда эти постулаты допущения имеют смысл. Иначе, ну, в общем, они избыточны. Разобрались с сложностью? Разобрались с сложностью? Ну, мы разбираемся как-то одновременно с вопросом, какого типа вопросы и что значит разумное решение. Ну вот, я не знаю, я уже сказала, да, для меня это, с одной стороны, вся традиция рациональности, с другой стороны, это вот это, ну как бы это правильно сказать? Это, ну, эксплицированность, возможность вывести вовне человека правила работы. Это решение, которое основано на вере, например, на откровении. Да. Чем оно Это отличается? можешь добавить насчет разумности? Что больше об этом? Но ну, мне кажется, что ну, тут вот в самом вопросе, наверное, этого нету, но Мацкевич там в комментариях разворачивает, и, ну, в общем, мне кажется, там в комментариях даже, ну, как бы больше и точнее. Он там вводит вот с разумностью, начинает разбираться с этой разумностью и действительностью. И фактически он там говорит, что там, разумность – это не характеристика самого решения, а отношение. Да? И это отношение связано с, ну, в смысле, разумное или неразумное некое решение может быть в отношении определенной действительности, то есть в отношении определенных там, не знаю, предметных, дисциплинарных, ну, то есть рамок какой-то действительности, которая должна быть выставлена. Какие должны быть выставлены? Ну, грубо говоря, там, если мы, ну, я там всякие примеры по этим самым, но, там, я не знаю, в рамках, что бы это такое, ну, то есть, одно и то же решение в рамках одной действительности будет разумным, в рамках другой действительности будет неразумным. Ну, или вообще, как бы, ну, не будет адекватным этой действительности. Ну, то есть здесь вводится этот принцип необходимости выставления рамок для сложных объектов, и только в этих рамках можно, ну, там, давать некие оценки или выстраивать разумное решение. Ну, мне кажется, что для нашей этой самой это уже очевидно, группы товарищей. Или не очевидно? Списочек чуваков – это те, хто так само у своїх розважаннях брав за основу постулати. Ну, ті подобні. Те, кто подписывается. Залайкали. Ну вот с этими именами там просто традиция, рациональная традиция и традиция обсуждения Границы разума. границ разума и традиция обсуждения подобного рода вопросов в этом залоге. То есть это не то, чтобы они все подписывались под этим постулатом,
но как бы их размышления связаны с, вот, ну, с вопросом как раз разумности и ну, выставления вот этих рамок и ограничений. Ну, сначала просто разумности, а потом вот там Кант и, ну, и там дальше. Это уже всякого рода рамочные конструкции и ограничения мышления. Да? Ну, и того, что ну, как бы есть ряд вопросов, которые, например, не попадают в раздел разумных решений. Ну, в смысле, решений, которые можно принять с помощью разума. Ну, которые там одинаково доказуемы, как, ну, как тезис и антитезис, например. Да? И это значит, что ну, как бы, вот на такой вопрос невозможно дать ответ в рамках ну, как разумного решения. Там принимается другого рода решение. Ну, например, там, верой, да, или там допущением каким-то, ну, или там признанием догмы. Консенсус. Ну, да. Про Бога, например, можно консенсусом договориться, проголосовать. Ну, Да. тут еще эти чуваки, которые, ну, часть, ну, по крайней мере, она пыталась разумно обсуждать эти подобного рода вопросы. Типа, возможно ли национальная идея, может ли Беларусь, можно обустроить Беларусь и так далее. То есть там Макиавелли это как бы рациональность там, управления, там, государь, там всякое такое. Там тот самый Тоинги там про цивилизацию, Гумилев там туда же. Шпенглер как бы там, пытался размышлять таким образом про Европу. То есть это еще и примеры Традиция, да, размышления. традиция размышлений про подобного рода объект. Ну, вот, мне все же кажется, что как бы, в основном это постулат, постулирующий там, необходимость выставления рамок для разумного решения, там, важность выяснения, ну, скажем, там, выставления той действительности, в которой определенные решения могут строиться как разумные. Да, звучит буквально, что они в принципе есть. Ну, значит, их треба Да, шукать. ну вот, ну понимаешь, ведь вот то, что эти решения могут, что можно найти разумное решение, это установка. Да? Ну, то есть, ну, как это, доказательство того, что это возможно, это только традиция, ну, как бы поиска такого рода решения. Да? И в этом смысле, ну, как бы, либо ты там принимаешь эту традицию и вливаешься в нее, либо не принимаешь. Потому что там есть там, другие традиции. Когда, в общем, на такого рода вопросы, ну, как бы глупо искать ответы. Ну, например, как нам устроить Беларусь? Никак, потому что все идет натуральным путем, и как-то ход истории неизменен, и строиться в него нельзя, и, ну, как бы, никто ничего не может обустроить. Ну, в смысле, вот вроде таких объектов, например. И в лучшем случае нужно изучать и отмечать. Что ты не вписывал? А? Не знаю, что они подписывали. У меня такой вопрос не столько мне как бы интересно не то, что комментарии, а вот, ну, вот, я вообще изначально предполагаю, если там человек выдвигает всякие там предположим там, или постулаты, которые ну, как бы он не ждет, что с ним сейчас не будут соглашаться, в принципе, а он как бы отталкивается, берет для себя какую-то такую базу или какую-то прелюдию. Давайте, может, не столько там как бы разбирать комментарии к постулатам, потому что сами как бы постулаты. Вот, и мне интересно, допустим, вот, первый и второй постулат. С первым как бы сложно не согласиться, потому что если мы предполагаем, что решения нет у вопроса, то как бы дальше мы упираемся в тупик. А вот чем отличается от второго, там, в принципе, почти та же формулировка, я так понимаю, что там разница в слове разумные. В первом случае это Нет. Почему? То есть туда мы видим, что на вопрос имеет разумное решение какое-то, а там, что будущее определяется разумными решениями. ну, тут это про будущее. Тут про будущее. То здесь акцент больше на будущее. Ну, да.
Понимаешь? Да. Первый постулат, он о презумпции разума. Да? О презумпции разума и о том, что в принципе эти разумные решения можно принимать. Второй постулат вообще про другое. Он про то, что разумные решения Определяют будущее. определяют будущее. А только ли? То есть только разумные имеется в виду? Нет. Ну он Тоже тоже Вот смотри, Будущее. предположим, будущее некоторым образом определяется разумным решением. то есть не То есть это значит, что будущее зависит не только от разумных решений, да, и как это, не только от разумных и не полностью от разумных. Ну, в смысле, разумные решения только некоторым образом определяют будущее. Ага, вот это важно, да, здесь. То есть, по большому счету, ну, и, опять же, в этих комментариях он там говорит, что, ну, это, как бы, это вообще, ну, это принятие, то есть это невозможно доказать. Более того, там, у нас, как бы, куча доказательств того, что, там, приняли мы разумное решение, а будущее, там, случилось совсем по-другому, да? Ну, то есть, то, что нету прямого, как это, следствия, да, разумных действий человека, это уже, ну, как бы, вся критика там, рациональности, просвещения, да, она, в общем, это уже приняла. Да, и есть уже, как бы, ну, крен в другую сторону, что наоборот, ни хрена не зависит от принятых решений. Да. И в данном случае среди, ну, этого там, разброда и шатания, да, мы, ну, как бы, либо принимаем, что будущее все-таки некоторым образом зависит. То есть оно открыто, и как бы, мы имеем некоторое влияние. Ну, это про практичные задачи. То есть, что, ну, в принципе, ну, ты казав, що можна сприймати це як таке натуралістичне завершення, а можна те, що на його можна якби там утолкати. Фактично перший постулат це про это. Тобто він перший без другого, він якби такий не достатково. Потому что есть, якби, и что. Тут, ну, в принципе, понятно здесь. Я так понимаю, что нам важно восстановить все 11 этих оснований, постулатов, вот, и это не является нашей, как бы, это половина только работы, которую мы должны сегодня сделать, исходя из того, что как бы, только прелюдия к нашим культурно-политическим задачам. Что? Я правильно изначально задачу понял? Просто, ну, мне кажется, мы как-то слишком тут топчемся на месте. Мне хотелось бы сейчас вот ну, третий постулат, тоже логичен с точки зрения второго. Давайте четвертый интереснее. Или я слишком пытаюсь... Как бы ты предложил обсудить постулаты, чтобы быть уверенным, что ты ими умеешь пользоваться? Нет, умеешь пользоваться, это уже вопрос практики, это даже применение. Но, ну, как бы, но мы сидим сейчас столько времени прошло, мы даже как бы их не прочли все. А уже не говоря про умение пользоваться. Да я вообще собиралась 3 занятия их читать, так что... Ну давайте пробежимся, поймем, там, допустим, если радикальное несогласие с какими-то постулатами, А если у тебя есть радикальное согласие? Ну, в смысле, есть вопросы к этому постулату, то есть согласие, несогласие. А мы же восстанавливаем рамки, то есть с этими рамками нас согласны ли мы или нет? Чего соглашаться? Как бы для того, чтобы... Ну... Прямая параллельно, но я с этим не согласен. Не, ну ты же не можешь очевидные вещи. Ты же разумный человек. Это же абсолютно неочевидная вещь. Эта вещь абсолютно неочевидная. Вот если бы они были очевидны, нахрена их было бы ими предварять текст? Да? Вот, например, для Солженицына, который пишет про Россию, у него он исходит из этих постулатов. Они для него не очевидны. Ну, хорошо. Ну, так, ну, просто это не очевидная вещь. Вот, ну, на мой взгляд. До того, как я первый раз читал эти постулаты, вот у меня была просто, ну, какая-то такая слепая вера в разум. То есть, что разум когда-нибудь победит. То есть, когда я прочел это, я так восхитился, что можно, ну, так, типа, выстроить, ну, систему, в которой, ну, тебе не надо, как бы, ну, так, слепо верить. То есть, это, как бы, ну, такая инструментарий для того, чтобы разумом работать, как бы, и, ну, то есть, все стало вообще очень так прозрачно.
столб я вижу там с целью только, ну, как это, лучшего понимания. Допустим, вот по первому, про действительность, вот, ну, собственно, на чем мы остановились, у меня есть тут, ну, пару вопросов. Ты как-то иначе предлагаешь их разобрать? Потому что, ну, вот я твое возражение не понял. У меня были возражения по работе здесь, в плане, то есть по организации работы больше, Ну, так нежели и ладно. по номеру. Я вот не совсем понял твое предложение, альтернативное. Ну, Либо разобрать постулаты так, чтобы уметь ими пользоваться. Вот сколько надо ковыряться в каждом, пока не станет понятно, как взять и постулаты использовать. это рамки же, и Да. как бы не то, Ну. что пользуются, и у них как И бы рамками надо принимают, пользоваться. либо не принимают, я понимаю. Но после того, как Блин, принял, ты, ну, принял, и чего? Это ж не 100 грамм. Ну, Принял, Москвич же и писал. внутри. Нет, Москвич писал эти постулаты не для того, чтобы постулаты ради постулатов, а для того, чтобы организовать свою работу и сделать все понятно. Организовать. Понимаешь, организовать это процесс. Вот. Организация своей работы, организация там, не знаю, моей работы это процесс. Да? Это значит, что я считаю для себя, там, не знаю, предположим, какие вопросы имеют разумное решение. А что это значит для меня? Да? А что это значит для той постановки проблемы, которую я буду ставить? Как бы, что это означает? Ну, очевидно, что проблема есть решение. Разумное. Ну, Ну, в смысле, а что это может еще значить? Потому что если вы не предполагаете, что у вас есть разумное решение, ну, или вообще решение, и не может быть неразумное, вот, то вовсе вы не можете как бы ничего делать. допустим, отлично. как Да. ты устанавливать А как- разумность будешь? разумность, да. Ну, неважно. Как это не важно? А как ты, А как ты определишь, твое решение будет разумное или нет? Ну, есть решение, его можно коллективно обсудить. Вынести Вот, вынести да, на голосование, нет, разумное или Я нет? не имею в виду, что вынести на А голосование. если ты один, А, и тебе нужно сформулировать разумное слишком решение? много если. Не, ну подожди, это же как бы твоя работа, а не вынести, и пацану скажут, разумное оно или нет. А пацаны откуда Нет, это есть же узнают? люди способны к критике. ты надеешься, что кто-то другой Ну ты, Иван, станет- я станет, тебе поставлю вопрос, как бы свой там проблемный какой-то, и предложу как бы свое решение. Ты мне скажешь, оно разумно, не сколько разумно. денег предложишь? Видишь, ну ты же сразу меркантильные интересы. Ну так, если ты сам не способен разобраться, ну значит как бы будь добр, оплати. Нет, если я сам способен разобраться, тогда почему я здесь? Почему ты здесь? Так смысл в том, чтобы разбираться. Ну, так я и предлагаю, так и как бы другой может сказать какое-то мнение. Все равно вы же как бы не сможете идеализировать настолько, что сказать, что вот это самое разумное, разумнее из разумных решений по Я, честно решению говоря, вопроса. вообще что не ты себе понимаю. хочешь Какой вообще? смысл? Ну, ты бы хочешь для всех счастья, что ты для себя хочешь вообще? Ну, Нет, я начинал с предложения по работе, но мне сказали, что ну, как бы я понимаю, что мое предложение Ну, я не очень понимаю Неразумно. твое предложение. Ты предлагаешь прочитать их вслух и принять. Ну, а толку? Ну, мы могли тогда на Хорошо. платформе проголосовать, принял, не принял. Ну, альтернатива нашей кислой мины, когда мы здесь как бы, непонятно, что не кислые, а задуменные. Ну, задуменная кислая, хорошо. Ну, Люблю я глаза своего народа. Как там это было? У Ивана было по действительности. Какой-то там вопрос. Да. Да. Тут написано, что она априорно задана. Вот. И, собственно, как восстановить действительность? Нет, подожди, где здесь нужно априорно задано? Ну, я считала, Ну, что это... тут, так, сейчас. Ни одна действительность не определяется эмпирически и не выводится дедуктивно. Да, она Действительность создается. дана нам априорно. Дана. То есть она как бы, ну, как... Ну, нет, я думаю, что тут скорее речь идет не о том, что она дана, ну, в смысле, всем нам дана в одном и том же виде. Да? Она не выводится, она задается. Да? Ну, грубо говоря, там, ну, вот Москвич, например, приводит там действительность там, геополитики, да? Или там действительность, я не знаю, там, культуры. Да? Ну, он же человек, ну, в этом примере он ввел человека, но потом сам же в конце этого абзаца, там, а если выкинуть, то получается другой результат. И Да. вот, как бы, а что позволяет, ну, как бы, ну, так, то есть она тоже произвольно выбирается, действительность? Я думаю, да.
Ну, вернее, как, понимаешь, произвольно это в таком абсолютном значении, да. Ну, то есть ты, в принципе, ты можешь ну, там, задать в рамки там, любой предметности, ну, в этом смысле, любой действительность, это как бы то, как организовано твое мышление по поводу, ну, там, чего-то, да. И ты можешь там задать ее как там политическую действительность, еще какую-то действительность. И, ну, как это, абстрактно, ты свободен задать любую действительность. Но как человек, погруженный там, в культуру, практику, ситуацию и так далее, ну, ты не совсем свободен задавать действительность. А мы можем сказать, что вот, ну, действительностей несколько, и Да. они даны нам, ну, как бы, то есть я могу выбирать действительности, данные в социокультурном В каком-то... культуре, да, многие действительности ну, как это, заданы как культурные нормы организации мышления. Там, научное мышление, да, разнопредметное мышление, управленческое мышление и так далее. Многие из них оформлены. Да. А як ось дійсності антології відноситься? Действительность это, ну, как бы, да, определенное онтологическое построение, то есть определенная картина мира. То, в принципе, это одно и то же, в том смысле. Ну, мышление организует, Ну, оно как бы нет, ну, это, Ну, тобто антологія задає дійсність. действительность задает определенную онтологию. Ну, определенную, ну, то есть, Дійсність задає антологію? Ну, Если я не знаю. антология, ну, это не наоборот. ну вот, например, тут перейдем. Человек — это действительность. То есть человек же не антологизируем принципиально, ну, философски, ну, есть запрет на антологизацию человека, правильно? нет, человек это вот, То есть человек как мера всех вещей, типа... ну, вот смотри, вот Или это же действительность, это, ну, там, есть мир неорганизованный, Нет. есть этот, мыслящий чувак, да? Для него есть рамка, с помощью которой он организует этот мир в действительность. Да? И он может его мир организовать через ну, там, человека. И тогда это не в смысле, это не про человека мир, да, а через рамку человека его мир организован. Да? Там, человек есть мера всех вещей. И тогда как бы, для него действительность предстает вот там человеческая действительность. Ну, да? А может организовать через там, другую рамку. Этот же чувак, или это самое, там, я не знаю, там, природа. Ну, это просто одна из самых широких, да? Или там управление. И этот же, ну, как бы хаос, ну, мира, да, он будет представлен как действительность, как некая там картина и как средство организации этой картины. Почему действительность это не совсем, не только онтология, но и средство организации. Ну, то есть там онтологическая работа в том числе. Ну, в этом плане мы, ну, используя там те же методологические инструменты, можем считать, что это просто как рамка. Ну, Да, это, ну, по большому счету, да, действительность И, соответственно, задается через рамку. Ну, действительность есть рамка. Ну, можно поставить знак Нет, тождества. Это когда ты глядишь на... На что-то образуется действительность. Да. Да. То есть Не рамка сама это... рамка, действительно не сама рамка. Действительность это то Выник работы глядишь, да, без с рамки. рамкой. Ну, понимаешь, вот, ну, как бы есть культурно оформленные рамки, а есть, ну, не очень культурно оформленные, как мне кажется. Ну, например, там, можно смотреть, ну, как бы, действительностью может быть, например, там, империя. Да? Ну, там. Это типа а-ля вельми редуцировано, это типа картина света. Ну, вельми спрощенно. И... Через рамку, да, действительным становится определенная картина мира. Действительно. Определенная рамка, да. Все-таки действительность есть взгляд на мир через определенную рамку. Да. Ну, вот я бы сказала, действительность это определенный способ организации мышления ну, о мире. И тогда мир предстает там, ну, в виде определенной картины. Один и тот же мир может представать в разных картинах. И в этом смысле разумность может быть только, ну, как бы, в каких-то рамках. Она не может быть безрамочной. И в каком-то, ну, и в мире. То есть она... Ну, да. То есть По отношению к миру, который взят как действительность. Просто попытки разорвать в данном случае
рамку и то, что рамку получается. организации мышления, ну, организацию мышления или рамку, и то, что ядро, в этом месте действительность, которая там схватывается этой организацией мышления, это же чисто аналитические упражнения. То есть в рамках ну, методологических категорий методологического языка, как бы верхнего уровня абстракции, ты это делаешь. Но в любом случае в реальном мире, то есть ты всегда схватываешь что-то вместе с содержанием этого дела. То есть всегда существует слияние формы и содержания. Организация мышления уже предписывает определенные схватывания там, мира через эту организацию мышления. Определенную картину мира. Ну и в этом смысле вот, как бы этот постулат, он про вот эту разумность, которая связана вот с, с организованностью мира. То есть это не разумность по отношению к там, миру, как он есть на самом деле, а только вот взятому как действительность. Иначе разумность и неразумность вообще там, невозможно оценить, простроить. Ты еще сказала, что априорность действительности, в которой живет человек, не исключает того, что она была разумно обоснована. То есть это подразумевает, что когда-то вот эту работу по конструированию действительности, да, могла быть сделана разумно, а не там... не просто задано, да, как это. Да. Но по большому счету все равно это, не знаю, мне кажется, что все равно эти там вот эти рамки там, действительности, они, конечно, конструируемые, могут быть там хорошо сконструированы, но в общем они все равно как это априорно не задаются. То есть выбор рамок, он точно не, как бы это сказать, я к тому, что работа-то может, работа-то может идти не обязательно там из Белоруссию, а вот именно как бы и с действительностью, то есть предметом работы может быть действительность. В Беларуси действительности, да. Мы говорим если нам дана действительность априорно, при этом ссылается на то, что она могла быть разумно задана, значит, кто-то эту разумную работу тоже проделал до нас. Да. И соответственно, и я могу заниматься этой работой, если это по каким-то причинам понадобится. В принципе, можешь. Тогда у тебя, грубо говоря, рамка, то есть то, что организует действительность, становится ядром твоей работы. Да. А рамкой твоей становится что-то другое. Я не знаю, все что угодно там. Мышление, еще какие-то. Просто этот вопрос исходит из такого предположения, а вдруг ни одна из априорных действительностей нам как бы не подходит по каким-то причинам, там, или наши решения оказываются там, скажем так, неразумные. В принципе, да. То есть ты можешь, как по большому счету, все рамки когда-то появлялись. Да? То есть над ними работали, их оформляли. Я же говорю, есть там более культурные, да, и как бы проработанные, хорошие, я не знаю, там научные, там предметные рамки, там, которые, как бы очень красиво схватывают действительность, там, да, а есть такие менее проработанные. Да, это предмет работы, это точно. И, в общем, развиваемый предмет работы. А тут еще решение, да? Ты еще спрашивал? Какой? Фигурует в принципе слово такое решение, да? И решение
решение чего вопроса, и вопрос там такого типа на первичном. Так, а что мається на увазі под решением? А там дальше. Нет, ну там дальше есть Ответ. просто требования На вопрос. к тому, как должно выглядеть решение. Но в данном случае я думаю, что решение это не в смысле решения проблемы, да, а как это, ну, вот есть вопрос и да, ответ. Вот, ну, там некий ответ. Оформлен, типа, там, ну, ПВ. А как он оформлен, там это с 5 по 7 пункт. Вот, ну, он продукт этого всего это отказ. Да. Ну, окей. Да. Второй мы прошли, нет? Про то, что будущее некоторым образом определяется разумными решениями. Ну, да, я тут вроде вопросов не возникает. Ну, да, наверное, он такой, скорее, это, чтобы прочувствовать. И, ну, и он скорее апеллирует ко всей истории критики, ну, там, рациональности и потом как это, возвращение к там, рациональности. Ну, то есть, в принципе, возможному там, разумному отношению. Ну, Ася, тогда же. Ну, я поняла в процессе чтения текста, что мне нужно срочно репетировать по философии снова. Или очень много времени. Ну, вообще-то не нужно. Сами эти, ну как Нет. мне что-то не нравится характер того, что мы делаем, но я не очень понимаю, как мы как бы реорганизовать это иначе, да, работу с этими постулатами, да, потому что оно не клеится, да. Поэтому такая рефлексивная вставка. Смотрите, ну, то есть сами эти постулаты, они в принципе, они ну, как бы опираются практически на как бы вещи, ну, очевидные не в смысле самые очевидные, там, да, а как бы Наработанные понимаемые, всем. да, они как бы ну, присутствуют в как бы культурном дискурсе. Если ты в школе отучилась, как бы, тебе ничего не нужно, чтобы понять эти постулаты. Они как бы тебе даны как бы ну, в компетенциях, которые как бы уже есть. Да. Не надо знать философию Гегеля для того, чтобы там как бы интерпретировать и как бы врубиться в то, что написано. Это первое, да. И ну, первый момент. Второй момент, как бы, они как бы исходные. То есть в этом смысле они ну, не это самое. Ну, невыводимые из чего-то. То есть это априорные некоторые полагания, которые чувак как бы сам как бы выставляет себе как бы в качестве рамок для какого-то рассуждения либо каких-то действий. Да. В этом месте, ну, как бы критиковать их, ну, глупо было бы, ну, в общем. Но если вот так вот оно положено, там, да, ну, то как бы оно так и положено, да. Ну, можно там, как бы, наверное, там, разбираться с ними, но дальше как разбираться с ними? Это следующее, да, они формальные, да. То есть формальность их заключается в том, что сами, ну, как бы, сами по себе, как бы, они ну, бессодержательные, то есть они сами ничего не предписывают про мир, про устройство мира, про характер решения и так далее. То есть тут написано, что там как бы предположим, что как бы, подобного рода как бы, вопросы имеют разумное решение. Да? Это ровно как бы ничего не говорит про то, что как бы, в мире в принципе возможны разумные решения, что все в мире определяется разумными решениями, что разум есть составная часть этой вселенной, ну, как бы, всякого такого рода. То есть вот они вот в этом плане тупые такие кондовы, как бы очень там простые, как бы. И вот когда начинаешь ковыряться в глубину, по-моему, как бы происходит просто ну, как бы потеря смысла как бы, самих этих вещей. Или, ну вот с моей точки зрения, ну то есть можно, конечно, там, как бы идти там, в традицию, как бы смотреть этого дела,
Но для первоначального схватывания это, в общем, совершенно не обязательно. Ну, вот, Поэтому я не знаю, как про организацию работы. Я бы предложил, например, тоже пойти какими-то формальными ходами, да. Вот как бы есть постулат про как бы решение, да. К нему можно придумать контрпостулат, как бы, ну, нечто формально противоречащее этому тезису, да, этому постулату. И затем сконструировать какие-то высказывания, которые разумны, там, ну, как бы, или находятся в соответствии, не в соответствии с этим постулатом. Да. И вот таким формальным как бы это как раз пойдет, потому что разбираться. Ну, я не знаю, но для меня все-таки это какая-то целостная конструкция, да? И она целостная, и поэтому можно разбираться с каждым по отдельности, а вот придумать контрпостулаты, ну, там было, там, по-моему, глупо, да? Но вот для меня, ну, если это представить как эти рамочные конструкции, то вот первые 4, да, это эти постулаты разумности. По большому счету они примерно так. Разумные решения возможны, а дальше там мы можем углубляться. То есть они возможны как бы в определенных там рамках, ну, как бы взятой действительности. Там, да? То есть разумные решения возможны, разумные решения влияют на будущее, да? Ну, в некоторой степени, с определенными там условиями. Да? Разумные решения, разные разумные решения, поскольку у нас есть разные действительности, да? Ну, и могут быть разные решения, они в разной степени могут влиять на будущее. И предположим, что разумные решения лучше влияют на будущее, если они выше по критерию реалистичности и по критерию истинности. Истинности что значит? Реалистичность и истинность. Это два разных этих, как сказать? Правильность, там вместо реалистичности. Нет. Правильность. Реалистичность. Четвертый. Реалистичность Истинность и истинность. Это два разных критерия. Реалистичность – это соответствие, ну, то есть решение, которое опирается на анализ материала и на анализ ну, там, субъекта и ситуации действия. Да? То есть вы про четвертый постулат, да? Нет, я про третий. Реалистичность по третьему. Про третий. Ну тут он по-другому просто сформулирован, как бы, Ну, в шапке, это... а про реалистичность вводится внутри, в пояснении, что разумные решения неравноправны. Одни в большей мере определяют будущее, другие в меньшей. Но и те, которые в большей, считаются реалистичными. Ну, как это... То есть есть решения, у которых больше шансов осуществиться, и есть решения, у которых меньше шансов осуществиться. Как бы оба разумные. Ну, в смысле, при условии, что и то решение разумное, но есть те, которые как бы больше повлияют на будущее, потому что у них больше шансов осуществиться, и меньше повлияют. То есть тут скорее как это, мера влияния. Да? И эта реалистичность, ну, я не знаю, Мацкевич там разбирает глубоко или нет, это способ ответить на вопрос, насколько это решение ну, реализуемо, да, насколько оно там, соответствует там, анализу, соответствует материалу, который имеется, и не только материалу, который преобразовывает, но и состоянию тех субъектов, которые будут преобразовывать. Да? Ну вот тут то, что ты рассказываешь про анализ, тут как-то не раскрыто. Нет, здесь это не раскрыто. Это... На мой взгляд, тут вообще плохо комментарий. То есть тут много примеров, но что делает... Ну, выглядит как вообще какая-то магия. Ну, только будущее рассудит, да. по сути. Ну, тут опять же, это ведь, ну, я согласна, тут написано мутновато, да, но мне кажется, что это вот установка, что по большому счету рассудить может будущее, да, и тогда вопрос в том, а как нам как бы заранее представить себе то, что будет там реалистичнее. Дальше уже там собственным образом рассуждая, я понимаю, что там более реалистичными, там, да, реализуемыми являются решения, которые там опираются на, ну, адекватность материала, например. Ну, не только материала, вот я же говорю, с которым работает, но и там, субъектности, которая
действуют. Ну, в этом смысле... Тут как бы все сложно. Ну, вот тут, с одного боку, что все-таки реализуемых, а не реалистичных, потому что реалистичные это только ограничены, а з іншого боку, ну, ось, коли ти розказував, то, ну, то есть, что и решение, и у них есть шанс. Тобто, я Да. не обов'язково, то гадали, которым в есть течение, там, ну, когда шманчево залезть. И, а когда брать просто там, текст, тут, ну, да, есть будущее рассудить решение. И ну, тут как бы нереально правда раскрыто, что все равно рассуждаем на основе чего. Типа, да, есть там разные по там, разумности решения. Одни типа выбирают, другие нет. И тут как бы не раскрыто, Ну вот так я ставление, предлагаю порассуждать логически в этом месте. Да? Как ты определяешь шанс на то, что там твое решение реализуется? Ну, вот про коллепости, там, за еще про истинность, мы кажем, что ну, тут одно, в принципе, от истинности. Понимание универсального, граникового, там, решения. Ну, просто нема. Истинного, единоправильного. Не, ну вот там этот четвертый постулат, он очень простой. Он не про есть истина или нету, а про то, что нам нужно стремиться к истине. И есть процедуры. Так про третий и про четвертый называется. Ну, это ты Нет, сейчас ты про... к истине Ты к сослался, истине сослался, а он с четвертым. Нет, это был третий так само про истинную истину. Нет. Тут написано проблема не в истинности, а в реализуемости. Ну, да. не в истинности, да, потому что в истинности следующий постулат. Тут что проблема? Ну, Там даже как бы в четвертом говорится, что есть не истинное, но реализуемое. Ну, то есть как бы есть ситуация, когда ну, как бы что-то фиговое, тупое или какое реализуется. ну, Что да. значит истинность в этом контексте? Ну, подождите, вот давайте мы по очереди. Реализуемость. Да. Ну, видите, там больше шансов реализоваться. Вот, а что такое реализуемость? Реализуемость это комбинация разных факторов. А можно сказать, какие факторы? Ну вот я как минимум там два знаю фактора. Да? Есть учет естественных процессов. И он там должен быть учет естественных процессов, учет материала, учет разных материалов, да, на которых там эти процессы идут. Да? Ну там, сколь угодно правильное решение выйти там, на Чернобыльский шлях, это самое может упираться в то, что мы знаем, что выйдет там ровно 1000. Да? Что там состояние материала теперь таково, что абстрактно правильное решение по тому, что надо, чтобы народ сказал свое слово, упирается в реализуемость этого решения. Одна реализуемость – это материал, на котором это происходит, а вторая – это способности субъекта и самого там чего-то делать, да, там, его качество, и наличие других субъектов, которые делают другие действия, которые могут внести в ситуацию изменения. То есть чекаемое решение не просто разумное, а разумное и реализуемое. Оно чем более реализуемое, то есть, понимаешь, оно тут скорее мера, да? Ну да. Да? Треба імкнутися, щоб рішення було з більшою вероятністю реалізуемое. Ну да. Ты хочешь влиять на будущее? Если да, или скажем, чтобы оно было... Само по себе ценная его реализуемость до разумности. Разумность разумностью, реализуемость. Некоторые, например, реализуют определенные решения, потому что они правильные, и не важно, что там мы не повлияли, но зато я сделал правильно. Есть такое, да? Тут вот Я поступаю по норме, я поступаю правильно, или мы поступаем правильно, а в общем, а не получилось, так не получилось. Что делать? Что, кому? Если ты будешь реализовывать неправильное решение, Не реализовать. Или когда стоит выбор между реализуемостью и истинностью. Так это выбор перед человеком. Ты можешь действовать по норме и реализовывать нереализуемые мышцы эти тут решения.
как это вот, если от формальных как бы вот этих допущений переходить к практике, то ну вот перед тобой, допустим, веер решений. И ты условно, ну как это, делаешь, ну, можешь делать ставку на одну из них. Да. Ну вот, как бы такой, ты можешь поставить там на лошадей, которые гонят, да, ну и как бы, и в принципе это не влияет на то, как лошади скачут. Но если речь о политической ситуации, то, допустим, ставка, ну твоя ставка может вообще изменить баланс сил. Да. И как бы тут получается, ну, то есть вот зависимость между твоим Да. выбором и результатом. Реализуемостью, да. Да. И она становится более, ну, такая, добавляет, ну, динамики и Да. непредсказуемости. Да. Как раз. Это когда с этими стратегиями нашими, как раз, по-моему, главный был вопрос этой реализуемости, когда нам говорили, что ну так у вас же ничего не получится. Мы говорили, ну конечно, если вы не примете такое же решение, то оно не получится. Но доказать им, что оно получится, мы не можем, потому что мы знаем, что если они его не примут, то оно действительно не получится. Ну то есть, если, как бы, если ты не присоединишься, то ничего не получится. Но как бы ничего доказать невозможно, пока ты не присоединишься. Да. Ну, В этом есть такое. смысле Ну, опять же, сложнее всего как бы начинать, когда Да. ну, ты еще Да. один. но опять же, это принцип, да, ну то есть это скорее постулат. То есть когда мы там ищем решение, мы как бы ищем решение с критерием реализуемости. Ну, мы думаем про это, да, там, и понимаем, что, ну как это, ну, то есть мы не просто ищем разумное решение, мы ищем решение, влияющее на будущее, и как бы влияет оно тем больше, чем более оно реализуемо, и чем более истинно это связано с как бы как раз продумыванием решения. Не истинно в смысле, что оно как это, ну то есть есть где-то там в небесном этом вот коробочка с истинными решениями, и они и им можно соответствовать. А истинность в этом смысле это скорее процедура, да? Процедура ну, там, избавления от ошибок. И там, ну, Мацкевич там пишет про эти две процедуры, ну, фактически, я бы сказала, одну, по большому счету, но это фальсификация. Да? Ну, вернее, не фальсификация, а фальсифицируемость. Принцип фальсифицируемости. Состоит он в очень простом этом упражнении. Нужно задумать такой как бы эксперимент. Ну да, то есть ты как бы должен знать, что может, ну скажем, разрушить, да, что может сфальсифицировать, там, сделать неверным или неправильным, или опровергнуть принятое тобой решение. И как бы если, ну, как это, и исключить, ну то есть сделать такое решение, в котором, ну вот есть неосуществленные, но там описанные факторы там, фальсификации. Да. Если они появляются, значит требуется новое решение. Но пока они там не осуществились, это решение остается там истинным. Ну, там, наиболее истинным. Но там как бы вот этот, ну, по-моему, там весь стимулус, да, это ну, как бы продумывание вот этих вот фальсифицирующих суждений, да, которые позволяют, в общем, критично отнестись к там, решению там, того, что надумано. Ну ведь в этом смысле ну, могут быть два равнозначных, ну, то есть одинаково не фальсифицировать, то есть, вернее, одинаково фальсифицируемые решения. Ну и в этом плане они равны, ну, по отношению к истине, правильно? Ну, то есть, если обоим решениям можно придумать такой эксперимент, то они по отношению к истине равны, и между ними нельзя будет, ну, сделать выбор, если не прибегать там, к предыдущему. Да. Ну, да. Нет, ну вот это, принцип фальсификации, там, фальсифицируемости, это, ну, как бы, это технический принцип, да? Это же заход в это проект. Поппером. Это, ну, только фактически. Да, это попперовское. Тут буквально
плане, то, что, ну, ось, как Иван сказал, что там разумно, это значит, ну, типа, умовно, зроблений разом, чи допомоги разом. Але по факту кажется, что это такая комплексная штука, яка шмат чого в себе так заворачивает. Вот, например, написано, там, как бы ни были логичны, изящные, разумные построения, они недостаточно разумны, если не реализуемы. То, значит, у разумности решения, в принципе, реализуемости на внутреннюю кучу. То вот это как бы такая, ну, сборная оценка. Ну, то вот это как бы такая шмат критериальная, Ну, да. познака. То есть тут скорее уже разумность, это скорее там оценочный фактор, да, это еще и там в нашей ситуации возможность влияния на будущее, да, ну, то есть вот в рамках ответов на эти вопросы. Разумность вообще, вот, ну, як тут воно ще більш Да, пишеться, разумность это включает відповідання всім Да, да. просто створеності розуму. Хорошо. Ну тут вроде бы понятно. Следующие, мне кажется, эти, сколько их? По-моему, самые простые, это 5-е, 6-е и 7-е. Ну, 4-е прошли, это про истинность, про фальсифицированность. Вообще, а 4-е истинность тут каким боком вообще? Я не поняла вопрос. Так, а, ну, тут, ну, фальсифицируясь на это соотносится с истинностью? Да, это вообще в современном мире фальсифицируемость – это способ отнесения к истинности. Правильно. Ну, в данном случае это то же самое, что истинность. Правильность, истинность. Синоним. Да. Но мы тут не кажем, что истина за счет этого. Поэтому это вообще как бы... Там ранее до третьим было, что типа мульти истинность и так далее, да? Да вот мы не кажем, что есть никакая одна истина. Правильно? Вот смотрите, у нас в этого было введено там принцип разных действительностей. В разных действительностях разные истины. Да, но в одной действительности истина одна. Истина существует. Истина существует. В рамках одной действительности. Да. В действительности Вообще существует. Она существует. То есть это то, к чему нужно стремиться. Ну окей. Ну, я знаю, это разумею. Это можно не принимать, тогда Ну, это так само оценочный такой, типа, больше истины или меньше истины. нет. Пока не сфальсифицировано что-то, к чему выставлены основания фальсификации, оно является истиной. Пока не сфальсифицировано. Пока не найдено то, что опровергает. Ну вот там ты можешь там, принять некое решение, и когда ты его принимаешь, ты должен для себя сформулировать, что может опровергнуть твое решение. И пока это опровержение не пришло, это решение истина. Ты точно знаешь, что это не истина последней инстанции, не это самое. Но пока нет опровержения, причем опровержение не по факту, не фактическое, а продуманное тобой до этого. Ну, возможности опровержения уже продуманы. Так а тут же у Поппера наоборот, что когда ты не можешь придумать, как фальсифицируется, значит... Нет. Значит, она не научная. Да, Значит, это абсолютно абстрактно. Ну, Что ну? А абстрактно не имеет отношения к истине, это вообще ни про что это называется. Если ты хочешь претендовать на разумность и истинность, ты должен сформулировать условия, при которых твое высказывание будет признано неверным, ложным, неправильным. Ну, То значит, есть ты сам это должен необходимо для того, как... И тогда твое суждение претендует на истинность. Претендует, да. Претендует, И не до является того момента, истинным, пока- но претендует на истинность. И если случается то, что ты предсказал, то есть наступает тот исход, при котором как бы твое утверждение должно быть признано ложным, значит оно ложное. А пока он не наступит, оно претендует на истину. Претендует на Является
И что ты сказал, что не сказал, не имеет никакого отношения вообще ни к чему. Окей. У меня еще вопрос к четвертому, там еще идет, чем разумнее решение, тем больше степень определяет будущее. Правильно понимаю, что там слово разумное там заложено там вот это его реализуемость, и что у меня почему-то всплывает сразу какая-то субъектность, то есть кем реализуется, то, что там, то есть как бы зависит от реализуемость, зависит от, в том числе от субъекта. То есть, В четвертом пункте ничего про реализуемость нету. ну, Про реализуемость было в третьем. четвертым, другими словами, чем разумное решение, тем в большей степени оно Определяет будущее. Ну вот, разумнее решение и определяет будущее. Ну, Почему здесь нет? здесь нет про реализуемость ничего. Ну мы же говорили, что разумное, значит в том числе и более реализуемое. Вот в том числе, вот, Николай, Вот есть два тезиса. Два тезиса. Первый про то, что оба тезиса про то, что решение, ну, то или иное решение может в большей степени определять будущее. Первый тезис, если оно реалистичное, ну или там реализуемое. Второй тезис, если оно истинное. Это два разных тезиса. Они как-то складываются и прибавляются друг к другу. Они последуют. Да. Оба не про разумность. Оба они про разумность. Да? Про то, что разумное решение, Реализует разумность решения. разумность, а значит большее влияние на будущее. Нет, такая простая истина. Да, простая, ну как бы два фактора есть. Реализуемость и истинность. Оба фактора как это аналитические, да? То есть и реализуемость ты, ну как это, просчитываешь, ну, у тебя нету значка, вот это, ну, точно реализуемое, да, и истинность, у тебя есть процедура, да, как это, приведение своего решения к максимальной истинности, а именно там обдумывание того, что может фальсифицировать это решение, опровергнуть его. Нет. Ну, вообще в целом, вот, при обсуждении этих постулатов субъектность, для какого уровня субъекта могут быть вообще задачи, ну, применимы вообще вот эти постулаты к тем задачам, которые... Вот давай тогда вернемся. Это постулаты чего? Ну, в принципе, в Москвиче. Каким сложным вопросом таким. Это постулаты Как можно того, построить это на русском? постулаты для организации мышления, для ответов на определенные вопросы. Мгм. Кто задается этими вопросами? Тот и является субъектом. Мгм. Кто или что? Ну ты задаешься этими вопросами? Ну, я не знаю, если я сдаюсь, я не знаю, что я субъект. Задаешься, то Нет, значит, ни хрена себе. нет, субъект мышления, но не субъект, который будет реализация в плане того, что один в Вот поле другое не воин. спрашивает. Он спрашивает, вот вопросы как бы того, какая банда нужна или какой групп нужен, или сколько нужно построить отрядов боевых подруг для того, чтобы там достичь того-то или того-то. Входит ли обсуждение как бы этих факторов в этот самый принятие решения, разумности, неразумности решения и меры их влияния на будущее. Правильно я Ну, понимаю? что-то, да, ближе. Ну, входит, конечно. Если ты размышляешь о реализуемости решения, как бы, то, ну, если твое решение таковое, там, это, ну, не знаю, ход, программа, там, действия, которые там принимаются для того, чтобы ответить на вопрос, они предполагают как бы субъектность определенного качества, значит, ты должен будешь про это решать. Как и про много всего другого. Про материалы, про которые Таня говорила, про процессы, которые, ну, в смысле, материал, разные материалы, которые встречаются процессы, как бы, ну и, соответственно, как бы субъекты, которые вообще как бы движут этот процесс, и каков он должен быть, и какого качества, какого размера и так далее и тому подобное, для того, чтобы решение было наиболее реализуемым и истинным. Но нету никаких требований на какую-то конкретную субъектность для того, чтобы организовать мышление. Тут как бы субъектность может возникать только в рамках уже ну, как бы самого ответа на вопрос. Там, как обустроить Беларусь, страну, я не знаю. Еще чего-то, но это уже внутри. Да, это ну, скорее связано там, с реализуемостью. Поехали дальше. Три следующих. Ну,
сложным, да, мудреным языком, но они технические. Вот, на мой взгляд, они технические. То есть это как это, предположения о разуме, да, ну, такие догматы, ну, грубо говоря. Да. А есть технические. Вот там где-то в каком-то из них там Маскевич описывает то, что по большому счету при как бы, там, формулировании решений, да, есть просто технические условия, которые говорят о, ну, как это, адекватности построения самих решений. Да. И технические условия простые. Первое — это как минимум две части: онтологическая и организационная деятельность, грубо говоря. Да. То есть должно быть некое описание мира, ситуации и так далее, то есть картина того, что есть, да, того, с чем мы имеем дело. И вторая часть — это то, что с ним происходит, либо что с ним нужно сделать, ну, то есть вторая там деятельностная, ну, или если это описание там прогностическое, ну, то там, что будет происходить, если ничего не делать, например, да. То есть и эти две части, ну, как необходимые. И там, ну, по-моему, вполне это понятно и ясно приводят примеры того, что не является решениями, да, когда отсутствует одна из частей. Есть, вот, ну, например, там классические примеры этих научных текстов, в которых отсутствует деятельностная часть, и это не является решением. То есть есть описание, нет решения. И как бы, а поскольку мы же знаем, что эти плоскости организованы ортогонально, то это значит, что из описания одной части не следует, ну, как-то невыводимо действие, да, то есть, соответственно, должны быть две части. И вторая часть, ну, как бы, второй вариант, когда есть организационно-деятельностная, но нету этой онтологической, ну, или онтологическая редуцирована, да, там, типологическая, ну, типа там этих прогнозов всяких там, или, например, вот, ну, мне кажется, здесь очень важно такого типа рассуждения, связанные со страной, когда вот этот уникальный объект, ну, вот страна как уникальный объект, например, там, да, или там, не знаю, университет как уникальный объект, когда он онтологически просто, как это, типологически приписывается ему нечто. Ну, например, там, типа, страна, Беларусь, да, и ей приписываются, ну, какие-то характеристики, ну, формальные, да. Ну, то есть она не описывается как уникальная, из которой там что-то, ну, типа, да, государство, да, или там это страна третьего мира, и дальше, ну, как бы деятельностная часть выводится из просто стран третьего мира, да, там, ну, или там постсоветских, ну, как бы без различия на это самое. По большому счету это тоже, ну, как бы убогое решение, ну, поскольку онтологическая часть не, ну, не связана с описанием конкретного объекта, а просто его там, перенесению в некую там типологическую эту рамку, типологическую формальную рамку. Чем, в общем, страдает основная часть, по-моему, наших этих, ну, там, планов реформ, да, которые, в общем, связаны не с анализом самой ситуации, а с использованием этих самых. Это первое. Второе, это то, что то есть две части. Я у вас вот тут Да. идет решение, читает тексты сообщения. Я так понимаю, что описание решения идет в тексте сообщения. Ну, хочется добавить. Текст — это же не то, что напечатано. Ну, Это а сообщение не то, что скажем, произнесено. единица информации. Информации. Просто достаточно объемная. Ну или достаточно объемная, но состоящая по Ну, традиционно мы все-таки пишем, ну, да, ну, как бы оформляем что-то, но это не значит, что это как это оформленные по нормам. Коля проичивается, и он пытается, что, типа, там, изнести решение и его здійснить, это вроде. Ну, только решение это не реализованное решение, а просто как бы описано в такой форме, как текст. Что типа с двух часть такие, там, фонетические критерии. Ну, конечно, не реализованное. Да. Решение — это решение. Вот я нашел решение. Да. Я обсуждаю проблему, как нам обустроить Беларусь. У меня есть предложение по этому поводу. Чего обсуждать то, что уже реализовано? Ну, в смысле, зачем к нему предъявлять требования того, как оно должно быть создано? Нет,
просто может быть питание, что ну, решение можно наступить и то, что выник было Слушайте, ну вы когда же мы выбираем там еще решение. Ну, вы же, да, вы же... Держите как бы контекст того, что обсуждаете, и текста, который читаете. Что? Ну давайте сейчас не будем воспринимать слова и обсуждать это, смысл слова решения, как оно употребляется. Нет, так Оно решение- употребляется вот так, оно употребляется вот так, что вы считаете решением, то, что Нет, реализовано. это не про смысл слова. А про что? Это про что? Ну, вот смотри, Текст с самого начала про разумные решения. Про разумные решения. как нам которые обсуждать существуют вопрос, как в нам разных устроить Беларусь? модусах, в разных временах, в разные моменты, как бы по-разному. Ну, Что вы чё, Что мы обсуждаем? что мы решили? обсуждаем сейчас? Ну, коли было пытание, мы его разобрались, и все. Нужно разобрать сейчас это всё. Да? Держите себя в руках. Я второй час уже этим занимаюсь, и мне тяжело. Да. Мне кажется, надо сначала выучить наизусть, а потом начинать обсуждать это чувство. Я не знаю, какую эту самую технику вам предложить. Ну, да. Так, а вот тут 6-й пункт, да? Что Ну. развернутое, логическое, стилистическое, развернутое, ну это слово losing sense, понимаешь? Развернутое, что значит развернутое? Что достатково развернутое, это не достатково развернутое, как вообще это назначается? Вот, ты понимаешь, у меня такое чувство, что ты спрашиваешь, ну, когда мы будем писать курсовую работу, сколько страниц Да. должно быть в этом самом Логическом, Нет, логическом? это не У тебя должно быть развернутое. Развернутое в смысле развернутое. Не по количеству слов, а развернутое в смысле... Ну, да понятно, что Ну. такое число, але там, ну, любую теорию, если можно, как бы, там, не знаю, обоснование, его же можно так развернуть, можно еще больше развернуть, еще Вот в больше развернуть. зависимости от ситуации ты ее можешь развернуть так или так. Ну, так воспитание было как раз таки В зависимости от ситуации. То есть, если тебе нужно представить эту листовку, то там у тебя будет короткое развертывание. Если книжку будешь писать, то это самое. Если будешь беседовать, то придется разворачивать в беседе. Развернутое — это в смысле выстроенное. Выстроенное, ну, так понятно, ну, если тебе понятно, Ну, то... ну, достатковость, развернутости, она, ну, Определяйте ситуацию. Вот, Вот достаточно для доказания теоремы. Да. Какая? Ну вот столько, сколько надо, чтобы сколько доказать. надо, чтобы доказать. ну, так, ну, теорема это простить. Ну, так и тут то же самое. Ты как бы должен доказать свое решение. То есть выстроить либо как теорему, там, либо эмпирически. Вот мы провели исследование, вот исследование говорит то. Как исследование должно оформляться? Методология Гуманитарная ведает, ты не можешь, как бы, как Почему? можешь доказать. Ну почему? Всё. Подожди, если у тебя есть онтологическая часть, тебе нужно все части свои обосновать. Смысл этого тезиса состоит в том, что тебе не просто нужно две части представить, да? А тебе нужно, чтобы они были обоснованы и доказаны. Они разным способом доказываются. Ну, например, там, описание ситуации может доказывать, ну, как бы обосновываться с помощью теории, концепции и с помощью эмпирики. И там без эмпирики, например, ну, некоторые вещи вообще невозможно обосновать. Ну, тебя просто пошлют. Если ты начнешь рассказывать про то, что у нас тут... Ну, в там, общем, сам дурак, если не имеешь никакого да, если у тебя нет эмпирического там, представления. Да? Страшновато как-то вообще реализовывать решение. Ну и у тебя может быть и концептуальное здесь разворачивание вполне, ну как бы, ну опять же, в зависимости от ситуации, от того, что ты описываешь, как ты описываешь и так далее. Если тебе нужно ввести там некие категории, они должны быть введены в достаточной степени. Вопрос тут не в степени развернутости, а в степени обоснованности. Да? И ну, как бы, все, что здесь Мацкевич пишет, это то, что обоснование, ну, как бы обоснование разные для разного там, ну, не знаю, материала. Да, это эмпирические, это логические обоснования. Логические обоснования чаще всего к деятельностной части, да, ну, то есть простроенные, правильно простроенные. Потому что там можно только логикой. Да, и ну, там, теоретические, логические, эмпирические. И это как бы должно быть, то есть обе части должны быть обоснованы. И в общем, все, что он тут написал, это... Вот, и там, ну, единственное, что в этих, вот, ну, что мне кажется там важно и интересно, уже в комментариях самих,
это то, что некоторые виды обоснования деятельности могут быть через там, ну, это страхование или ответственность, да? Или через ставку. Через ставку, да, но там тогда ну, вступает в игру ну, всякие это понимание того, что ставится, кем ставится и так далее. Да? Ну, там. То есть некоторые особенно деятельностные, ну, вот, то, что касается деятельности, не онтологии, а это вот деятельностной части, они могут вводиться как, ну, как бы, ну, это, мама, клянусь, зуб даю, ну, то есть кто-то отвечает за неправильность действий, ну, например, там, чем-нибудь, да, там, деньгами, независимостью Беларусь может отвечать, еще чем-то. Ну, удовлетворенным бабку не идею, а построению. Ну, Построение, конечно, ну, решение. Ну, и это показывает, что, в принципе, развернуть можно больше. Ну, Ты все волнуешься больше или меньше Не, разумности. Да. с большей разумности, вот, в принципе, разворачивание это так само как показчик разумности решения. Ну, напротив, правильно ты развернул, ну, коли брать там пошук решения. Насколько обосновано у тебя все это, ну, тем, как бы, да, разумнее решение, тем... Ставка возникает тем, что как бы, это ничего не гарантирует. Ну, например, да, например, если ты не можешь, ну, как бы обосновать это там, каким-то логическим путем, ну, может быть вот это вот ну, страховочная вещь. Слушай, это про организацию мышления? Ну, Это про организацию всего смысла. ну, это про эту часть деятельностную, про деятельностную часть, скорее. Ну, ось цьому пункту він так само типу технічний, не? 7 пункт написан так, чтобы вообще никто ничего не понял, по-моему. Но по большому счету он, это, как из того, что я понимаю, да, он говорит о связанности разных частей решения. И, ну, тоже, то есть, как мне кажется, тут скорее речь идет там, о той же технике проверки, да, ну, грубо говоря, когда ты можешь описать то, чего ты должен достигнуть, да, некое состояние дел и, ну, действия, и потом, что это равняется тому, чего ты хотел бы достигнуть, потом ты можешь проверить, да, может ли это случиться без, например, твоих действий. Или там при другом описании. Да. Ну, то есть вот это вот, ну, когда принятое решение, ну, то есть цель достигается без действий. Ну, это спасибо партии за это. Как там пришла зима, настало лето, спасибо партии за это. Да? То есть иногда наступление ну, какого-то там результата, оно, в общем, не связано с действиями. И ты можешь проверять. Но это скорее про уже постфактум оценки там, правильности и неправильности принятого решения. Ну вот мне кажется, что вот эта, там, эта часть, да, она там хорошо прописана во всяких этих подходах, логика, структура. Ну, то есть при построении проектов, ну, вот все, что сейчас там представляется, эти техники. А? Да, ну да, то есть наличие связи между там, онтологической и деятельностной частью, наличие, ну, как это, простроенных связей между там, действиями и результатами полученными, да, ну, там, эффектами и так далее. То есть это, в общем, достаточно, ну, такая, как мне кажется, простая. Телеологическая? Телеологическая это цель. Списано сейчас с эмпирическими установленными феноменами. Осуществившегося будущего. Так, При выполнении. Это будет типа мыслительный эксперимент в некотором смысле. Ну, мыслительный или постфактум. Просто постфактум мы же скажем ну, про организованность решения. Да, но ты можешь, решения. но ты, опять же, помнишь рамки этого текста,
И он про организацию мышления. Ты в этом смысле можешь взять предыдущие, то есть рефлексивно отнестись к принятым решениям и посмотреть на там, технику их исполнения. В смысле принятия решений. Ну да, либо этим мысленным экспериментом. Все понятно там, да. А вот онтологические схемы в СНД подходят, тут это душка к чему? К тому, что мы для проверки их можем. Нет, это то, на чем строит он, ну, в общем, я не знаю, что он Мне кажется, тут схема шага развития. Да, скорее всего, является, шаг развития, да. что есть естественные процессы, и если даже ничего не делать, то будущее наступит. И, возможно, оно будет таким, каким, ну, как бы хотелось бы. Ну, там, ну, соответственно, чтобы мы не предпринимали лишние действия, не тратили ресурс на это и так далее. Ну, а потом не доказывали, что, блин, это мы молодцы какие. Да. Вот, и самые, ну, по-моему, эти, ну, скажем, как бы это правильно сказать, интересные. Самые культурно-политические — это последние с 8 по 11. Да, они, ну, отчасти, мне кажется, друг друга повторяют, но, в общем, фактически они задают ограничения. Да? Уже ограничения по поводу субъекта как раз. Субъекта и, ну, скажем, ситуации, в которой принимаются такого рода решения. То есть они про то, что нам придется допустить плюралистичность. Да, там, и эта плюралистичность связана не только, ну, с тем, что там мы разные люди, а с тем, что там это есть неполнота знания и так далее, и дальше, ну, как бы это уже такая установочная вещь. И принимая эту неполноту, мы должны знать, что мы всякий раз на основе частичного знания все равно должны принимать решение. И решение в любом случае будет категоричное. И значит, ты несешь всю ответственность за последствия решения, основанного на, ну, неполном знании. И это, ну, непреодолимое, ну, препятствие. Ну, в смысле, это не потому, что мы там не до конца додумали, а потому что даже додумав до конца, ты все равно, ну, как бы, да, ты все равно несешь ответственность за все последствия, которые ты не мог продумать. Ну, то есть мне кажется, что это как раз вот такие эти этосные, ну, дальше идут этосные и установочные вещи, да? В целом, два одинаково разумных решения быть не может. Все равно какое-то чуть больше, меньше, но тут на разумность не меряются, понимаешь? Здесь уже сравнить по критерию, ну вот как это, на разумность, какой из них разумнее, какой неразумнее. Вот тут же как раз в этом самом 8 пункте тут 3 разных основания того, насколько, ну почему разные разумные решения могут быть разные и несравнимые в этом смысле вот в этом самом, да, потому что, ну, как бы это неполнота этого самопознания, ну то есть как бы у каждого из там принимающих такое решение. А главное это вот эти различные методологии, разные цели, понимаешь? Субъекты с разными целями принимают разные разумные решения, и какое из них разумнее, сказать нельзя, ну то есть это неосмысленный вопрос вообще, насколько я понимаю. То, которое реализовалось, то более, значит, ну, нет, наверное. да, но может быть и так, но тут как бы вот, эта третья часть рамок, она про другое. Да, она уже не про вычисление разумности, а про те ограничения, которые у тебя есть, и принятие ответственности, ну или, скажем, принятие ситуации. Да? И эти ограничения как раз, ну, и состоят в том, что ты не можешь, ну, то есть у тебя всегда есть вот эта вот, ну, как это, доля ошибки, да, которую, по
при понимании которой ты все равно должен принять, ну, стремиться к наиболее правильному решению. Ну вот там для меня это, это вот про это жить под давлением, да, отчасти. Ну, когда ты не знаешь всех последствий в любом случае, и ты все равно обязан принимать решение. И ты же за последствия отвечаешь. Да ты чисто по 8-му, как бы, или вообще все от 8 до 11 так обогульняешь? Ну, я бы сказала, что... Нет, это скорее по 8-му. Просто 8-й, он, мне кажется, просто такой, как бы, начинающий выстраивать, ну, что вот, ну, есть и другие разумные решения. Как бы, ну, и, ну, вот есть. Пока что, как бы, он ничего не предписывает, этот, ну, как мне кажется, ну, скажем так, вводится некое понятие иного, ну, так косвенно, которое, ну, допускает его разумность. То есть, Ну, мне кажется, что тут не только иного. Вот, тут вот эти вот наличие, там, заведомая неполнота любого знания, это не только иной. Да? Это твои ограничения. То есть тебя ограничивает не только там разные цели у разных людей, ну, наличие целей, других целей у других людей, не только там разные подходы, но еще и как бы твое собственное ограничение неполноты знания всегда. ну, Непреодолимо. само по себе это как бы, ну, оно всегда непреодолимо, и даже иной не снимает. Ну, то есть, если бы было дело только в этом, что тебе недостаточно, ну, недостаточно, так недостаточно, ну, как бы, значит, это можно не учитывать в своих, ну, ходах. Если бы тут не вводилось различие целей у принимающих решения, тут, ну, я так понимаю, что это выход из такой тоталитарной парадигмы мира в плюралистичную. Ну, да, плюралистичную. И не попытка... И из Я научной. бы сказала из научной, потому что, ну, вот как это, трагизм этого тезиса можно понять только, как это, прожив веру науки в достижение абсолютно прекрасно обоснованных, максимально, ну, даже не максимально, а точно обоснованных всяких вот этих самых разумных решений. Понимаешь, когда разум способен на то, чтобы учесть все просчитать и принять такое решение. Ну, то есть это идеал, к которому долго-долго стремились. Это тезис говорит о том, что как бы нифига это. Ну, то есть стремиться к полноте как бы знания надо, вы никогда не достигнете, и ваши риски как бы никогда как бы не станут низкими, они всегда будут. То есть в этом смысле как бы что от тоталитаризма, что от этого научного как бы идеализма, как бы, ну, если ты хочешь принимать решения, тебе придется с этим жить. Ну, то есть, как бы, с принятием решений, мне кажется, как раз, ну, то есть, если бы не вот эта идея иного, то можно было бы просто ограничиться тем, что, ну, смиритесь, что вы никогда, ну, как это, не сможете там абсолютно разумное принять решение. Ну, то есть тогда бы затыкалось как бы все эти рассуждения этим. А тут вводится как бы есть иной, и он вообще ценен, и он тоже влияет на будущее, и мы вообще должны как бы с этим, ну, жить, ну и так далее. То есть тут выстраивается как бы как раз вот плюралистичность мира, ну, как априорная такая, ну, действительность. Ну, не, я согласна, но просто вот видишь, что Ну, для там каждого... Просто как бы, разные акценты расставлены, тут это много всего. Но в том числе плюралистичность мира, в котором действуют там разные субъекты, это тоже ограничение. Да, то есть это ограничение на полноту и рациональность. То есть мы не можем как бы принимать там, разумные, ну, там, окончательно разумные решения, полностью разумные решения не только потому, что у нас там знаний не хватает никогда в любом случае, но и в том, что другие еще действуют. Ну, вот этот 8-й тезис, он в конце выводит на диалог. То есть, что вот на диалог как ценность, которая позволяет вот эту снизить ну, частичность знания. Ну, да. Ну, в этом месте да. То есть он как бы предлагает это дело, но даже в этом случае как бы снизить, но не разрешить целиком. Что там еще бывает? Ну, там дальше идет про противоположность. Ну, в общем, мне кажется, что 9-й тезис это скорее, ну, как бы до раскрытия
8-го, ну вот в еще смысле... тут, как это, ну, я просто про это, нескольких разумных решений по причинам неполноты знания, разных методов и подходов еще к принятию Да, решений. ну вот фактически Раз- 9-й, он разные картины мира, да? разные Ну, то есть вот, ну это, я думаю, опять же, текст же все-таки там ситуативен, да, и вот эта вот логика там, типа, давайте, ну вот мы сейчас цели согласуем, и, ну, как бы, и придем, ну, в смысле, вот, диалог, да, по поводу цели. А Мацкевич тут, ну, наверное, вводит, мне кажется, это 9-й, ну, просто усиливая вот эту, ну, фигню, что особенно там на сломе ситуаций просто могут быть принципиально разные картины мира. Настолько принципиально разные, что, ну, как бы, в них невозможно цели согласовать. Ну, тут как апеллирование к этой вот, к третьей плоскости, там, доски, ну, то есть вот, Да. онтологическая, там, Семантика. да, и аксиоматика, и что вот эти штуки могут быть абсолютно Да, разные. да. И это тоже, ну, как дополнительное ограничение. Ну, А чем имеет что значит противоположность? ну, несводимость. Ну, то есть то, где ты не можешь, ну, как бы, знаешь, ну, несводимость, да. То есть, когда, одно дело, когда у тебя там разные какие-то вещи, ты можешь достигнуть определенного там, ну, компромисса, одно с другим снять и так далее, а другое дело, когда у тебя как бы вещи там несводимые, ну, исходя из этих разных картин мира, да. Ты хочешь жить в Европе, а сосед хочет жить в России. Оставаясь в Беларуси. Так отримуватися, і є там, коштовності, про які не сплачаються, так отримуватися і рішення виведені на основі тих коштовностей, їх нельзя сплачувати. Ну, Можно обсудить и привести куда-нибудь. ну, да. Но это все это как это дополнительно, это вот это описание ограничений, да, то есть это ограничивает в том числе там возможности там, принятия решений, наличие тех, кто видит мир сквозь другие очки, и от которых ты не можешь избавиться, ну, в смысле, которые так или иначе тебе даны в... Ну, 10-й пункт тоже про очередное ограничение, про локальность. Да, ну, то есть про возможность там, действовать только до того, до чего дотягиваются твои руки. Отчасти здесь про субъекта, ну, о котором Николай спрашивал, да, что, в общем, любые действия локальны. И, ну, исходя из этого, там уже Мацкевич выписывает всякие выводы. То есть это действие локальное, а решение может быть не особо. Какое решение? Ну, действие это же у нас там на объект организованной доски, то есть это одна часть решения. Локальная часть всех разумных решений вообще может быть. Я к тому, что ну, мы говорили, что разумное решение состоит из двух частей. Одно, скажем, такое теоретическое, это онтологическое, которое может быть не локальным, а ну, как бы... Оно описывает то, с чем ты имеешь дело. Да, ну как, ну, А другое, как ты имеешь с этим делом. Ну, глупо описывать весь мир, а действие планировать по отношению к подворку. Ну, Здесь идет про локальность, частичность решения. решение это целиком. мгм. В смысле, как бы тут это соразмерность просто там человека, субъекта, тем или иным вещам. И ну, вот эта соразмерность, она, в общем, тоже есть ограничения наши. Просто почему множественность определяет локальность и частичность? Ну, странная фраза построена. Нам придется допустить локальность и частичность всех разумных решений по причине их множественности. То есть множественность является причиной локальности? Ну, в том числе в том, что ты не можешь охватить весь, весь мир. То есть это опять про того иного, в том числе, которого да. я Да. ну, Да. ну, точно вне моего, Да. ну, скажем,
воли. Да, и в этом смысле там твои руки могут дотягиваться до чего-то, ну там в большей мере, а до чего-то вообще не дотягиваются. И там будут действовать другие решения. Ну, Тут просто ты иной той, кто типа на тебе некотором смысле себе представляется. А тут просто Ситуация представляется в работе с миром. То есть я хочу сделать одно, а он сидит и хочет сделать другое. ну просто Да, это да. самое. Я его не контролирую. Там, частичность, она ведь может быть связана там с как бы ресурсным твоим там охватом, ну, твоих сил, там, мыслительных способностей и сил, а может быть связана с тем, что, ну, как бы, есть другой, да, и у тебя, ну, там, то есть, ну, тут мне кажется, тут два аспекта этой частичности, да, во-первых, это вот эта соразмерность, ну, а во-вторых, наличие этих иных, которые действуют и сужают в том числе твой, ну, как это, спектр твоих возможностей. Может быть ситуация, к примеру, что это спектр возможностей покрывает весь объект, как бы, и тут ну, у одного субъекта, а у второго там тоже может быть весь. Либо тут уже кто первый начал, тот как бы и покрыл субъект. Не, ну, к примеру, вот ручка, ну, двойной объект редуцирует до ручки. Подожди, мы имеем дело с объектами другого типа. Ну, я редуцирую сейчас. То, чтобы объяснить, что я имел в виду. У меня в планах по поводу этой ручки написать что-нибудь другого человека, другого субъекта, запустить и бросить кого-нибудь. Ну, как бы, ну, не значит, что мы наш план чей-то реализуется только частично. Понимаешь, вот если редуцировать до ручки, то кто первый взял, тот и того и ручка, того и тапки. Да. А если мы берем объекты, такого типа объекты, как вначале написано, да, то никто не владеет страной, Минском, даже, ну, как бы, там, Лукашенко не владеет. Да? То есть так или иначе его, ну, власть в чем-то там ограничена, ну, в смысле, возможность действия ограничена. Да, она слабо ограничена. Ну, там, ну, как бы, ну, это невозможно охватить, овладеть, да, овладеть объектом такого рода. Фиги в кармане показываются. Это же Да. значит, что все равно как бы власть ограничена. Умыйте. Ровно на размер твоей фиги в кармане, да. Ну и последний пункт – это про то, что оценки истинности и разумности независимо от ценных блага, добра и так далее. Ну, по-моему, это, в общем, очевидно, хотя в практике реальных отношений не всегда очевидно. Не все, что истинно, это добро. Ну, это просто разные измерения. Может быть, прекрасное, разумное, реализуемое и истинное в смысле, ну, логичности решения. Но оно может быть зло для кого-то. В нашей ситуации мы не понимаем всю доброту нашего режима. Ну, да. И это тоже наше ограничение. Как-то так. И только в этих трех рамках мы можем формулировать для себя, как же нам устроить, ну, что-нибудь Большое. большое. Больше, чем ручка. Больше, чем ручка. Немного больше, чем ручка. Так. Все понятно. Все понятно. Здорово. Давайте резонировать, разбираться, да? Да, я бы хотела. Ну, раз вам все понятно. Просто вопрос, почему К себе, к своему мышлению. Нет, я имею в виду, Знаешь, было бы к чему, применил бы. Ты задаешься эти вопросом. постулаты к ответу, то есть к разумному решению. Подожди. Они не к разумному решению. Они к поиску разумного решения. Ну, Если ты задаешься таким вопросом, когда то когда ты им задаешься, выставь себе рамки из этих постулатов. Можешь еще какие-нибудь выставить?
211 Да. Да, и постулатов. мы стали, да. В этом плане, ось там, то есть мне не один раз было сказано, что типа там, по вынику першого года повинна быть задача. Да. Формулировать себе задачу. Так, ну, а это есть постулат не для формулировки задачи, а для формулировки уже и решения. Рамок для формулировки задач. Там, может быть, все-таки задачи треба сформулировать, задачи и решения. Ну, типа питание и отказ. Решение. Решение такой это комплекс, как который будет что-то состоит- решаться. Да. Не, ну, Получение Решение и ответа на ответ. вопрос. Различаешь? В математике есть ответ у задачи, а есть решение. ну, это почему? Я говорю, что Да. есть решение как отказ. Ты на говоришь, что питание. задачи нету еще, поэтому. Есть питание, есть отказ. Типа питание, решение. Правильно? Да. Ну, и вот задача это вообще и питание. Нет. Нет. А что это? Задача в том, чтобы вывести вас в какую-то практическую сферу деятельности. Мысли Пр- практически. Ну, вот, да. Практическая сфера, она заключается в том, чтобы что-то делать. А как ты будешь делать, если у тебя нет какого-то решения, ответа про действие? Так что это, разумеется, треба сформировать задачу. Ну, это что? Ну, все-таки, разумеючи рамку практичной деятельности и Ну, так далее. вот тебе нужно Делать сформулировать объект, Так что- описать объект, с которым ты собираешься работать, и описать порядок действий, которые ты будешь делать. так, чтобы разумно, Так, чтобы разумно, и чтобы, например, в рамках... и чтобы в рамках. И чтобы в рамках школы, там, следующих 2 лет, ты мог хотя бы часть этих действий осуществить. Было всего 2 года. 2,5. 2,5 года. Нет, еще Половина только первая года. половина. Не закончили даже. Тебе нужно описать объект, дать развернутое, достаточно развернутое описание того объекта, с которым ты собираешься работать. Я не знаю, с каким объектом ты собираешься работать. Например, там Ася берет партию там свою, описывает ее. Ну, для этого ей сначала нужно Описывать задачу. выстроить Например, действительность, например. Да, и что такое Захоронение действительное? партии. Да. как бы, что нужно сделать? Какую лопату взять? Где рыть? Как бы, на какую глубину закапывать? Вот когда мы вам эти амплуа рассказывали всякие разные, это в том числе выставление рамки действительности. Вот там политическая действительность может быть, там, или там какая-то, там, не знаю, исследовательская, там, научно-исследовательская. А может быть, исследование там включено внутри этого. Может, там, для того, чтобы построить решение, нужно разобраться там, с материалом, еще чем-нибудь и так далее. Ну, попробуйте сформулировать объект, с которым будете работать, и начать формулировать задачи. А дальше, да, проблема. В субъекте проблемы. Чтобы выбрать объект. Куда вы берете проблему? Помните все, что сказали. У вас в чем проблема? У меня с действительностью. Сразу все проблемы. Объекты можно брать у нас. Берите. У нас столько объектов. Прогласите, Не пожалуйста. паханных. Не паханных. Да. Курьянуться раз